Ежедневно в МВД поступают заявления о кражах и грабежах. С начала года в Коми возбудили больше 1500 уголовных дел. Нередко злоумышленников удается поймать, используя записи камер наблюдения. Благодаря видео из воркутинского магазина спортивных товаров удалось не только найти вора, но и вернуть похищенную одежду. Об этом и других преступлениях расскажет Иван Беречевский. В полицию Воркуты обратился директор магазина спортивных товаров и сообщил, один из посетителей похитил одежду на 5000 рублей. К заявлению приложил видеозапись. Судя по ней, неизвестный взял несколько вещей с прилавка и удалился в примерочную. Через некоторое время, минуя кассы, он направился к выходу. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Правонарушителем оказался ранее судимый житель Заполярья 2002 года рождения. По факту кражи дознавателями воркутинской полиции возбуждено уголовное дело. Получены признательные показания, похищенный товар изъят. За кражу спортивной одежды молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы. В столице Коми по горячим следам полицейские задержали 2 грабителей. За помощью к правоохранителям обратился пожилой сыктывкарец. Мужчина познакомился на улице с 2 молодыми людьми, угостил их выпивкой, а когда спиртное закончилось, новые приятели пошли за добавкой. Однако, выйдя из магазина, вместо благодарности парни избили щедрого пенсионера и отобрали у него вместе с кошельком 3500 рублей. Изучив записи видеокамер магазина, оперативники составили ориентировки и передали их всем дежурным патрулям. Проезжая улицу Юкина, свернули с Юкина на Орджоникидзе, увидели 2 молодых людей, схожих по приметам. Они двигались со стороны улицы Первомайской в сторону Октябрьского проспекта. После чего мы остановились, представились, пояснили, что они проходят по приметам по данному происшествию. То, что надо будет проехать с нами до потерпевшего. Потерпевший опознал своих обидчиков, ему даже удалось вернуть часть денег. Предполагаемые грабители сейчас в СИЗО, и, возможно, новые знакомства на свободе они заведут не раньше, чем через 7 лет. Еще один подобный случай в Сыктывкаре произошел чуть позже в одном из питейных заведений. О преступлении в полицию заявил сам потерпевший. Он отдыхал в кафе, познакомился с компанией, один из новых приятелей похитил у него смартфон. Оперативники посмотрели видеозаписи, картина преступления была очевидна. Злоумышленник обнял седовласого мужчину, а сам ловкими движениями достал сотовый телефон из его кармана и спрятал у себя в штанах. Стражи порядка распознали в щипаче старого знакомого, неоднократно судимого вора-рецидивиста. Прибыв к нему на адрес, побеседовав с данным гражданином, он как бы не стал лукавить, сразу содеянным сознался, указал место, куда телефон спрятал, совместно с ним прошли, после чего доложили во всем дежурному МВД по городу Сыктывкару. На место прибыла следственно-оперативная группа, изъяли похищенный телефон. За кражу телефона рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.